Вот уже 10-й год в Гагаузии проводится конкурс «Учитель года». В нем могут принять участие все желающие учителя, независимо от стажа работы. В этом году за звание лучшего учителя года соперничали 8 учителей. Среди них были представительницы из Камрата, Вулканешт, села Ферапонтьевка, коммуны Светлый, села Кангас, Тамай и Казаклии. 10 марта состоялся финальный этап, состоящий из 4 этапов. Психопедагогическая подготовка, педагогическая ситуация, тест классного руководителя и домашнее задание под названием «Во имя будущего». Участницы готовились к конкурсу с большим азартом, а поддерживали их все близкие. На «Учителе года» я принимаю первый раз участие. Хотела попробовать свои силы, показать, поделиться своим педагогическим опытом, увидеть других учителей. Группа поддержки – это мои учителя, моя семья, можно так сказать, потому что помогали мне всем миром, все вместе. Он должен любить Гагаузию, потому что любовь к Гагаузии, наверное, подталкивает нас на такие подвиги, которые, как говорится, вот мы могли раздвинуть горы, выучить китайский язык, но то, что мы делаем ради нашей Родины, это гораздо больше, наверное, самое сильное чувство, которое двигает нас вперед. Лично я готовилась хорошо и с большим азартом, и для меня это впервые. И меня поддерживала моя семья, мои родные. Что я ожидаю? Ну, как для каждого участника, я думаю, что участие – это тоже главное, но хотелось бы и выиграть. Среди участниц конкурса были учителя, которые работают в школе совсем недавно. Но, по их мнению, это не воспрепятствует им в достижении цели, ведь опыт работы – это не самое главное. Важнее – любить свою профессию. Не нужен никакой стаж, опыт. Главное – любить свою работу. И я хочу сегодня доказать, что даже молодые с небольшим опытом могут что-то выиграть и даже первое, второе место занять. Я считаю, что, наверное, одинаково интересно и опытным, и, так скажем, малоопытным. Каждый на своем этапе деятельности почерпнет то, что ему необходимо. Конкурсы помогают учителям поделиться своим опытом, набрать и увидеть опыт других учителей, ну и увидеть новые знакомства. Выполняя задания, педагоги проявляли себя с самых различных сторон, демонстрируя свои навыки, умение применять критическое мышление и находить новые идеи для решения сложных ситуаций, которые могут возникнуть во взаимоотношениях с ребенком. Родители, к сожалению, не понимают, что для подростка ведущей деятельностью является и общение со сверстниками, это и через компьютер происходит. И также для него важно играть какие-то игры. Получается, что родители, к сожалению, говорят, что в наши времена было все по-другому, а сейчас вот все по-другому. Но я бы родителям сказала, вспомните себя, когда вы играли на улице, вас не могла мама загнать домой. По итогам всех конкурсов учителем года стала Татьяна Кадынцева, преподаватель английского языка Казаклийского теоретического лицея. Второе место у преподавателя начальных классов Камратского теоретического лицея имени Николая Третьякова Татьяна Метеогла. Третье место заняла Валентина Христева, преподаватель румынского языка и литературы Тамайского теоретического лицея. Помимо почетных грамот, победителям управления образования Гагаузии вручила и денежные сертификаты. За первое место 5000 леев, за второе 4000 и за третье 3000 леев. Остальные конкурсантки получили по 1000 леев.